Один из вопросов, которые мы поставили задачу изучить, это те новые тренды в личностных ориентациях нашей молодежи. И один из новых таких трендов, новых ориентаций, который был нами обнаружен, это интерес молодежи к предпринимательству, желание в перспективе создать собственное дело как средство самореализации личности, способность ее жить в современных условиях новой социальной реальности. С одной стороны. И с другой стороны, у нас в институте было проведено серьезное исследование требований работодателя к специалисту, выпускнику университета на современном рынке труда, и в том числе предпринимательский контекст. И вот когда мы провели это исследование, мы выявили такие для себя, в том числе, новые интересные тенденции. Вот здесь представлены, правда, не только результаты того исследования, но и дальнейший анализ литературы, российских исследований. И вот здесь представлены наиболее актуальные деловые личные качества, которые сегодня требует работодатель, специалисту. И здесь вот, будьте добры, еще одну страничку, еще один, пожалуйста, еще один, следующий слайд. Назад, на качество. Вот здесь у нас их 20. Что мы видим? Верните, пожалуйста, к первому. Значит, что мы видим? Мы видим вот первый модуль, первые 5 качеств, это то, что традиционно заложено в систему нашего образования, общего и профессионального. Знания, опыт работы, обучаемость, то есть нужно непрерывное обучение, информационная компетентность и знание иностранных языков. Все, этот модуль закрывается. Это тот базис, которым занимается наша образовательная система. А дальше мы видим то, чему, по большому счету, ни школа, ни вуз не учит. И что, оказывается, является доминирующим при вот как раз решении вопросов поступления на работу, приема и успешности, особенно успешности в самостоятельной предпринимательской деятельности. Ибо какое бы хорошее резюме мы ни написали, если за этим не стоит наличие этих личностных качеств, то рассчитывать на успех профессиональный нужно с очень большой оговоркой. Достоинство, патриотизм, социальная ответственность, коммуникабельность, даже умение улыбаться, оказывается, имеет значение определенное, навыки общения, корпоративность, умение работать в команде, инициативность и исполнительность, наличие конкретных личных целей и совпадение с целями компании, инновационность, способность создания новшеств, которые повлекут за собой перемены в социальной практике. Вот сегодня это необыкновенно важное качество, поскольку мы говорим об экономике знаний, об экономике инноваций, и это задача не только нашей белорусской экономики, это мировая проблема. Человечество вырвется тогда из тех кризисных патовых состояний, в котором оно находится, когда она действительно во главу угла поставит инновационные идеи и практики. И тогда встает вопрос, а как тогда этому и где учиться, если наша традиционная система этого не дает? Значит, вопрос стоит о том, вопрос, который ставят сегодня и бизнес, и работодатели из государственного сектора, необходимость диверсификации образования, не ломки того, что у нас сложилось. У нас хорошая образовательная система, но она должна быть адекватна требованиям времени. Изменилась реальность, и изменились условия, как мы видим. Раньше таких условий в социалистическом, по крайней мере, нашем сообществе не выдвигалось так жестко и актуально. Значит, нужно и менять самую подготовку. И вот один из путей, хотя это не единственный, это дополнительное образование. То есть добирать вот эти модули образовательные, которые позволят развивать те личностные качества, которые сегодня требует рынок труда. Кстати говоря, мы не так давно вступили в Болонский процесс,
И вот модульный подход в обучении – это тоже одно из требований Болонского процесса. То есть мы иногда понимаем немножко утилитарно и привыкли к тому, что модульный – это значит, мы какой-то курс разбиваем на модули, на порции, и порции мы усваиваем. А это не совсем то. Да, модульный подход может быть использован при изучении отдельной дисциплины, но это еще и дополнительные те модули знаний, которые должен человек обрести по пути наращивания компетенций, по пути становления себя как конкурентоспособной личности. И здесь один только сделаю такой штрих к самой категории конкурентности. Мы как-то не очень привыкли к этому понятию конкурентоспособная личность. И мы тоже проводили исследования, вот моя магистрантка работала над этой темой, отношение студентов к понятию. И понятие конкурентность, конкуренция носила такой достаточно одиозный характер, это чуть ли не враг. А на самом деле конкурент, да, он противник, он альтернатива, но он драйвер. Он та персона или та организация, которая стимулирует на поиск каких-то других новых решений, на самосовершенствование, на развитие. И второй момент, который я хотела еще обратить внимание, вот обращаясь к предыдущему слайду, что если в совокупности, не препарируя отдельное эти личностные качества, обобщенно создавать портрет, мы должны сегодня говорить о том, что на рынок труда, в самостоятельную жизнь, помимо традиционных наших профессиональных, нравственных качеств, должна выходить предприимчивая личность. Человек, обладающий таким качеством, как предприимчивость, то есть способность моделировать собственную деятельность, свою судьбу, свою жизнь, свою семью. И опять же стоит вопрос о том, что этому понятию нужно придать вот тот истинный смысл, который состоит, они рассматривают за этим некую такую пронырливую, шуструю и обходящую правила игры личность. Это должно стать нормой нашей образовательной системы, нашей жизни и практики. Соответственно, встает вопрос о том, что мы имеем дело с новыми трендами в образовании. Вот то, что нам на основе своих исследований мы сделали выводы, что нужно стимулировать изменения в психологических диспозициях молодежи, то есть на арену должна выходить самостоятельная, самоорганизованная личность. С другой стороны, в дополнение, мы должны ставить широко вопрос о развитии предприимчивости и обучении предпринимательству, понимая под предпринимательством сложную, в первую очередь, интеллектуальную деятельность. И, наконец, вот за этим должны стоять новые образовательные практики, посредством которых будет актуализировано экономическое, трудовое обучение, воспитание нашей молодежи. Я сейчас буду так стараться сворачивать свое выступление. Я хочу сказать, что когда мы задекларировали эти подходы, нас почти никто не понимал. Почти, начиная от бизнеса и заканчивая определенными образовательными структурами. Как это учить предпринимательству? Что это еще за такое новое явление? И вот благодаря поддержке руководства нашего университета мы трансформировались в Центр развития молодежного предпринимательства. Уже 11 лет занимаемся образовательной практикой. То есть у нас существуют школы обучения основам предпринимательства, собственное дело, где проходит обучение школьники и отдельно программа для студентов и молодых специалистов. Добрый день. Меня зовут Хилькович Елизавета, это Сенкевич Клим и Калашманова Валентина. И мы хотим представить вам учебный бизнес-проект «Путь к милосердию». В современном мире подрастающее поколение молодых людей хочет быть успешным. Успешными могут быть люди в любой профессии, но быть успешным в области экономики и предпринимательства – это своего рода искусство. Многие из наших учащихся хотят быть успешными бизнесменами, но важно, чтобы они олицетворяли собой милосердных, справедливых и порядочных людей. Развитию предприимчивости, инициативы, приобщению к общечеловеческим и общенациональным ценностям, формированию духовной и нравственной культуры личности во многом способствовало деловое обучение, которое мы прошли в школе предпринимательства «Собственное дело»,
учебно-научного центра развития молодежного предпринимательства экономического факультета БГУ. Основываясь на полученных знаниях и деловой подготовке, было инициировано решение о создании в средней школе номер 66 города Минска учебной бизнес-компании. Эту инициативу поддержали руководство школы, наш классный руководитель Курдур Елена Викторовна, учителя и родители. Первым шагом в этом направлении стал реализуемый нами, начиная с мая 2016 года, благотворительный проект «Путь к милосердию». Суть проекта в оказании материальной помощи детям, которые в ней особо нуждаются. Такими детьми для нас стали пациенты Боровлянского детского хосписа, а также воспитанники детского дома номер 2 города Минска. Для получения на оказанной помощи были организованы выставка продажи изделий учащихся школы и их родителей, ярмарка изготовленных ими кондитерских изделий, благотворительный концерт и лотерею. В проект было включено значительное количество учащихся школы номер 66 от 1 до 11 класса, а также их родителей. Распределение обязанностей для осуществления проекта было осуществлено следующим образом. Организация выставки, все учащиеся 5 взрослых. Организация ярмарки, 8 учащихся, 5 взрослых. Написание сценария, 2 учащихся, 1 взрослый. Проведение маркетинговых работ, 8 учащихся. Разработка концерта, 25 учащихся. Проведение благотворительной лотереи, 3 взрослых. Сбор, подсчет и передача средств, 4 взрослых. Нашими спонсорами выступили ООО «БРСМ», ООО «Беларусь», ООО «Онега» и попечительский совет школы. Наши партнеры – Центр развития молодежного предпринимательства экономического факультета БГУ. Преимуществом такого креативного творческого дела является то, что мы получаем практические навыки пиар-менеджеров, продавцов, организаторов, экономистов, бухгалтеров и аниматоров. В нашем проекте был ряд опор, без которых невозможно было бы осуществить это творческое дело. Этими опорами выступали классный руководитель, педагоги, родители как законные представители учащихся и сами учащиеся нашей школы. Функция законных представителей в этом деле – это правовое оформление документов, финансовая помощь в организации проекта, участие в проведении благотворительной акции, контроль за проведением ярмарки продажи, а также процедура передачи денежных средств. Этапы реализации проекта «Путь к милосердию». Первый этап – подготовительный. Формирование команд, проведение разъяснительной работы среди учащихся и родителей. Распределение обязанностей. Второй этап – основной. Выставка продажи декоративно-прикладного искусства. Ярмарка продажи кондитерских изделий. Концерт рукопомощи. Бонус. Что посеешь, что пожнешь. Технологическое оборудование и материальное сырье, необходимые для благотворительной ярмарки, будут представлены в таблице номер 1. В таблице номер 2 мы хотели бы представить расходы на организацию благотворительной ярмарки. Ценообразование составляет следующую структуру. Себестоимость изготовления продукции с 30% надбавкой стоимости. Исходя из ценообразования, в таблице номер 3 была осуществлена калькуляция цен. Чистая прибыль составила 1700 белорусских рублей. Рентабельность продаж благотворительной акции «Путь к милосердию» составляет 90,1%. Сильными сторонами проекта является низкий уровень конкуренции в регионе, финансовая независимость и сильная социальная позиция. Слабыми сторонами проекта являются неквалифицированные кадры и сложность в подсчете рентабельности. Наши результаты. Май 2016 года была оказана благотворительная помощь в размере 1000 деноминированных белорусских рублей Белорусскому детскому хоспису. Деньги были переданы председателем попечительского совета, председателю детского хосписа, присутствие родителей и учащихся школы. Декабрь 2016 была оказана благотворительная помощь в размере 1500 деноминированных белорусских рублей детскому дому номер 2. На вручные средства были куплены одеяла и постельные комплекты в количестве 21 штуки. В настоящее время планируется проведение благотворительной акции для вспомогательной школы-интерната номер 11 города. Проект «Путь к милосердию» – это коллективное
узкое дело, которое способно совершить чудо в воспитании подрастающего поколения. А если оно организовано с участием педагогов, учащихся и родителей, то такое быть становится бесценным. Наша благотворительная акция «Путь к милосердию» учит детей добру, милосердию, творчеству, предприимчивости, развивает ряд необходимых для самостоятельной жизни качеств. Это традиционное мероприятие очень много значит для всех его участников и гостей. В дальнейшем, по мере развития нашей учебной бизнес-компании, мы планируем в качестве обязательного элемента отчислять 7-10% прибыли на благотворительную деятельность. Это будет брендом нашей учебной бизнес-компании, позволяющий решать не только социальные проблемы, развивать милосердие и гуманность, но и сокращать маркетинговые расходы. Присоединяйтесь к нам. Добрый день, уважаемая аудитория, гости и участники смотра бизнес-проекта. Мы, Терзиан Елена, Александр Вапко и Павел Тур, представляем вашему вниманию бизнес-проект «Антикафе Open Air». Представление нашей идеи стоит начать с объяснения, что же такое антикафе. Это место, в котором существуют другие правила, нежели в традиционных заведениях данного типа. Мы не собираемся продавать еду, закуску или напитки. Все это вы можете принести с собой. Мы продаем, по сути, бесценный товар, эмоции, комфортную и уютную атмосферу, в которую вы можете погрузиться в кругу своих друзей, близких, родственников. Наше кафе для людей, молодых душой, которые недовольны существующими заведениями в поисках чего-то нового, нестандартного и креативного. Итак, наш продукт – время. Категорию, которую мы отнесли наш бизнес-проект, это культурное проведение досуга. Наши клиенты – это студенты, учащиеся школ, лицеев. Также стоит заметить, что мы находимся в Молодечном. В основе нашей технологии лежит проблема города в нехватке заведений, где некоторые учащиеся, некоторые студенты и вышеперечисленные могли культурно провести время. Данная технология заимствована, но она является уникальной для нашего города. Подобных аналогов нет. Основной доход – продажа времени, и также дополнительные услуги, о которых мы расскажем чуть позже. Система оплаты при входе. Каналы привлечения клиентов у нас следующие. Социальные сети, личный интернет-сайт, сарафанное радио, сотрудничество с агентствами. Мы проанализировали работу наших конкурентов. Вот наши результаты. Доступность цен присутствует у кафе «Бистро», кафе «Саунд», также у пиццерии «Пингвин». Минус этих заведений – небольшой ассортимент и небольшое помещение. У пиццерии «Темпо» и «Мак Пицца» наоборот. Большое помещение и большой ассортимент, но уже высокие цены. Также минусом всех данных заведений является то, что они традиционные. На данной оси координат мы расположили конкурентов по новизне, простоте сложности конкурирования. А вот анализ нашего заведения. Плюсы – это заинтересованная целевая аудитория и новизна. К минусам мы отнесли наличие конкурентов, хотя острой конкуренции не будет из-за различных форматов заведений, а проблема с малой известностью решается с помощью маркетинговой кампании. Также минус – это высокие цены на аренду в нашем городе, но социальность проекта позволит получить свободное помещение по льготным ценам у ЖЭКа. Также, если мы заручимся поддержкой ЖЭКа, то в перспективе открытия сети антикафе, что будет решать проблему культурного проведения досуга молодежи по месту жительства. Наши услуги опираются на опросы, в которых принимали участие студенты и школьники старших классов. В общей сложности 50 человек. Посетив наше заведение за чашечкой горячего чая, вы можете поиграть в настольные игры с друзьями, поиграть в приставку, почитать книги. Также возможность проведения деловых встреч. А про некоторые из наших услуг я расскажу подробнее. Сотрудничество с профессиональными психологами, предоставление их услуг в нашем заведении. Сотрудничество с учителями игры на гитаре, предоставление их услуг в нашем заведении. Спидкубинг – это сбор головоломок на время, проведение мероприятий
этого молодого направления прекрасно впишется в атмосферу нашего заведения. Мы представляем возможность поболеть за любимой командой, шумной компанией, в кругу друзей и близких. Во время просмотра фильма возможно будет занять удобное положение в любом месте антикафе. Стоит лишь передвинуть кресло-мешок. Картина, конечно, красивая, но ни один бизнес-проект не обходится без подсчета. Зарплата сотрудникам начисляется с учетом занятости в месяц. Вот наши координаты. Который представляет из себя цветочный магазин. Целью моего проекта является открытие цветочного магазина «Виола» в городе Молодечном, привлечение клиентов, организация получения стабильной прибыли и обеспечение своевременных поставок цветов. Почему я решила создать именно этот проект? У меня были разные идеи, и студия звукозаписи, и детская парикмахерская, но все это казалось мне не совсем моим. Я решила создать проект магазина цветов мне предложил мой отец. Мне эта идея понравилась. Я стала смотреть в интернете, ходить по разным магазинам цветов и смотреть, что я хотела сделать не так, как у других. Во-первых, в нашем городе практически отсутствует реклама магазина цветов и их продукции. Во-вторых, я бы сделала развитую сеть рекламы. Городские автобусы, рекламные щиты, листовки. У нас слабо развита система скидок и бонусов. Я думаю сделать программу скидки для постоянных покупателей, скидки для людей пенсионного возраста и инвалидов. И в-третьих, я выбрала удачное место. Большой торговый центр, где нет ни одного магазина цветов. Я бы хотела расширить сферу деятельности магазина, продавать шарики, наполненные гелием, поздравительные открытки и сувениры, организовывать доставку цветов клиентам, проводить торжественные мероприятия. Еще бы я хотела сделать акцент на флористику. Свадебная флористика – это бутоньерки, букеты для невест, бизнес-флористика, букеты для важных переговоров. Событийная – это букеты и цветы для таких праздников, как 8 марта, 9 мая, день рождения и 23 февраля. Для открытия моего магазина мне потребуется. Не волнуйся, все хорошо, мы тебя поддержим. Торговый зал, подсобное помещение, которое я возьму в аренду. Нужно подобрать квалифицированный персонал. Продавец-флорист, который будет вежливо обращаться с покупателями, и бухгалтер-курьер, специалист своего дела. Для реализации данного проекта мне потребуется 10 466 рублей 58 копеек. По предварительным подсчетам, с учетом выплаты налогов, первоначальная сумма окупится за 12 месяцев, так как рентабельность предприятия составляет 14,61% при наличии покупателей 350-400 человек в месяц. Я очень горжусь тем, что в этом году я закончила обучение в учебно-научном центре развития молодежного предпринимательства экономического факультета Государственного университета. Спасибо за внимание.